тоже можно такое сделать практически шагом, потому что часто говорят, там вот, давайте там соберемся, давайте там проведем конференцию, а как бы практически шагов нет, да, дальше нет чего-то. Нужно что-то делать, нужно двигаться, ведь разговор не должен остаться просто пустым разговором. Да. И вот здесь вот Дмитрий Иванович как раз мне подсказал, и не просто мне подсказал, а там всем практически дал идею написать такую икону, которая была бы для всех в храме Бога, который посмотрел бы на нее, например, Чуваш, и он увидел бы, что это его икона, да, там как раз по-чувашски подписано. Да, посмотрел Татарин, посмотрел Кыргыз или казах, и он увидел свое, что-то родное. И вот как бы, чтобы каждый, посмотрев на эту икону, увидел свое родное, и это было объединяло. И вот мы потом, исходя из наших разговоров, с Динарой планировали чертеж, как это правильно назвать, схему, бросали схему, эскиз, да. И потом уже мы со школой иконописцев согласовывали, тоже там непростой момент, потому что у них есть определенные, да, свои какие-то вот уже даже в чем-то даже привычки, потому что нам надо чуть-чуть выйти за, выйти за рамки вот обычного мышления, полностью понять, что это икона миссионерская, но при этом не нарушить какие-то каноны, чтобы не было чего-то такого, что будет христианским.